Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Алмазбекову Телеку Алмазбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Хотел бы поприветствовать уважаемых судей Конституционного суда. Рад вас видеть всех в добром здравии. С вашего позволения я начну. Предметом моего ходатайства является статья 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики. Информация о финансовом положении клиента, которую должен предоставлять банк налоговому органу в режиме реального времени, как это указано в статье 146 Налогового кодекса, является банковской тайной. В статье 40 Конституционного закона Кыргызской Республики о Национальном банке Кыргызской Республики говорится, что информация и документы, содержащие банковскую тайну и конфиденциальную информацию, могут быть переданы третьим лицам только на основании судебного акта в виде заверенной копии. Новая редакция статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики не содержит каких-либо правовых норм, регламентирующих необходимость передачи конфиденциальной информации, которая является банковской тайной в режиме реального времени. Отсутствие каких-либо основных параметров, обеспечивающих безопасность и сохранность предоставления информации, содержащей персональные данные, и отсылка на регулирование порядка предоставления такой информации на подзаконный акт Кабинета министров несут серьезные риски и угрозы нарушения прав человека, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики. В части недопущения сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом и защиты персональных данных. В настоящее время банковская тайна является залогом развития стабильного, надежного функционирования всей банковской системы, так как Конституция Кыргызской Республики гарантирует тайну вкладов населения и неприкосновенность имущества. Информация об операциях, проводимых по счетам налогоплательщика, а также информация о текущем состоянии счета представлялись банками в налоговые органы лишь на основании судебного акта. Из конституционных гарантий неприкосновенности частной жизни, личной тайны и недопустимости распространения информации о частной жизни лица без его согласия вытекает как право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений, виды и объемы которых устанавливаются законом, так и соответствующая обязанность банков, иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а равно обязанность государства обеспечивать это право в законодательстве и правоприменении. Тем самым Конституция Кыргызской Республики определяет основу правового режима и законодательного регулирования банковской тайны как условие свободы экономической деятельности, вытекающей из природы рыночных отношений, и гарантии прав граждан на свободное использование своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также как способа защиты сведений о частной жизни граждан, в том числе об их материальном положении и защиты личной тайны. На основании мною сказанного прошу признать пункты А, Б, пункта 1, части 1, части 2 статьи 146 Налогового кодекса Кыргызской Республики неконституционным и противоречащим частям 4-5 статьи 29, части 2 статьи 63 Конституции Кыргызской Республики. У меня все.